ми сьогодні тут обнародуємо деякі наші плани напередодні 70-річчя геноциду кримськотатарського народу. Вражды. Они подготовились для того, чтобы сегодня там на центральной площади была осуществлена цепь провокаций и, используя эти провокации, бросить МВД и внутренние войска на мирно собравшихся людей. Я лично и многие мои коллеги, мы знаем фамилии этих чиновников и фамилии некоторых депутатов Верховного Совета, которые в том числе своими ресурсами собрали бандитов не только с Крыма, но и соседних областей Украины. Однако я думаю, что на это должен в первую очередь прореагировать Служба безопасности Украины, Крымское отделение. Если мы действительно хотим мира в Крыму, то мы должны прежде всего остановить привлечение бандитов, привлечение криминала в дискуссии между людьми. И это в первую очередь должна делать власть. Мы собрались здесь перед представительством президента Украины в Крыму на мирный митинг с тем, чтобы выразить свое неприятие развитием ситуации в Крыму. На этом митинге, созванном Меджлисом крымско-татарского народа, участвуют жители Крыма разных национальностей и вероисповеданий. Однако всех нас в одинаковой мере объединяют общие лозунги нашего митинга: остановить кровопролитие и установление диктатуры в Украине, отменить диктаторские законы 16 января 2014 года, восстановить права крымско-татарского народа, сохранить территориальную целостность и независимость Украины. Мы все, граждане Украины и само государство Украина, сегодня переживаем самые опасные и трагические дни со времени провозглашения независимости. Политический кризис, разразившийся в Украине вследствие резкой смены президентом и правительством Украины внешнеполитического курса страны и отказа от евроинтеграции, перешел в фазу открытого и силового противостояния между обществом и властью. 2 месяца протестных акций, 2 месяца ожидания граждан Украины, миллионы которых стали активными участниками Евромайдана в Киеве и во всех областях Украины, оказались не только проигнорированными властью, но вместо честного и равного диалога с обществом власть перешла в открытое наступление на фундаментальные права и свободы человека. Законы, открывающие прямой путь к диктатуре и принятые Верховной Радой Украины 16 января 2014 года, должны быть отменены немедленно. Çektiklerini bizim ardımızdan gelecek ballarımız, torunlarımız, nesillerimiz görmesin. İşte eğer bugün bu memleketi yöneten, bu toprağa padişahlık yapan insanlar böyle bir düşüncede olsalar, ben bellerim ki bu mekanda gözyaş dökülmez ve kardeş kardeşini, insan insanı silahtan, tüfekten atmaya kalkmaz. İşte saygılı vatandaşlar, bizim vazifemiz en birinci yapacağımız bu dünyada, bu toprakta insaniyet için hizmet etmektir. Herkesin, bu toprakta yaşayan insanların, Müslümanların, Slavyanların, Allah yaratan bir mahlukat bu dünyaya yaratılır. İnsana hizmet etmek için.